Ингушская башенная архитектура априори является уникальной и вызывает чувство восхищения. На небольшой территории Джирахского района Ингушетии расположено сотни башенных комплексов, поражающих своей необычайностью, пленяющих своей красотой и масштабами. Ингуши строили башни не только у себя на родине. Ингушские строители башен славились и ценились на всем Кавказе. Известно, что мастера строительного дела нанимались соседними народами для постройки башен своим соседям, осетинам, грузинам и чеченцам. Далее вашему вниманию будут продемонстрированы башенные сооружения на территории Грузии, которые имеют значительное сходство с ингушской башенной архитектурой. Также приведем разъяснения касательно истории их возведения. Информация будет приведена на основе трудов историков-кавказоведов. Хевсуретия – это историческая область на северо-востоке Грузии, которая граничит с Ингушетией. В переводе с грузинского языка Хевсуретия означает «земля оврагов», из-за большого количества оврагов и ущелий в районе. Хевсуретия делится на 3 географические части. Это Архуотии, Перекидская Хевсуретия и Пиракетская Хевсуретия. На территории этого горного края проживают хевсуры. Это субэтническая группа грузин, которые испокон веков имели тесные и дружественные отношения с ингушами. Хевсуретия славится не только живописной природой и красочным ландшафтом, но и средневековыми сооружениями, которые по своему архитектурному облику отличаются от старинных строений других регионов Грузии и больше напоминают архитектуру ингушского типа. Евгений Игнатьевич Крупнов, советский историк и археолог, доктор исторических наук, профессор, специалист в области древней и средневековой археологии Северного Кавказа и этногенеза кавказских народов. Из-под его пера вышла книга под названием «Средневековая Ингушетия», в которой автор описывает историю, архитектуру, культуру, происхождение ингушского народа. Озвучим следующие строки из его книги. Памятники материальной культуры этих народов также обнаруживают черты, общие с ингушскими памятниками. Постройки в Кшавии, Хевсуретии и Тушетии сходны с ингушскими. Таковы жилые и даже боевые башни, многочисленные склеповые сооружения, сложенные из местного камня с перекрытием из тонких плит шиферного сланца. Хевсурские и Тушинские башни с пирамидальными крышами по технике кладки и конструкции весьма близки к ингушским боевым башням. С подобными крышами известны древние молельни, святилища в Кшавии. Хевсуры и Тушины считают, что строительное мастерство, постройка башен к ним было занесено ингушами. Борис Александрович Калоев, советский, российский этнограф, доктор исторических наук, профессор, специалист в области истории и этнографии народов Северного Кавказа. По национальности – осетин. Его авторству принадлежит книга «Записки кавказоведа», в которой он описывает культуру, традиции, обычаи и вопросы касательно происхождения кавказских народов. В данной книге Калоев подтверждает тот исторический факт, что ингуши строили башни грузинам. Между ингушами и хевсурами давние и очень близкие этнокультурные контакты. На территории Хевсуретии, например, немало башен ингушского образца, воздвигнутых ингушскими мастерами. Башня Либаискари – это одна из наиболее изящных и хорошо сохранившихся башен на территории Хевсуретии. Своими архитектурными особенностями, эта башня, словно брат-близнец, похожа на ингушские башни. Однако, облицовка башни Либаискари имеет коричневатый оттенок, в то время как в ингушских башнях на территории Ингушетии как из-за раствора, так и из-за камней, облицовка башен, в большинстве своем, имеет беловатый оттенок. Возможно, разница в цвете облицовки связана с различием цветовых особенностей местных горных пород, из которых обрабатывались камни для постройки башен. Согласно преданию, боевая башня Либаискари была воздвигнута представителями Тейпа-Пхугой. И ведь эта теория может считаться исторически достоверной, поскольку местность, в которой расположена эта башня, до 15 века именовалась как Пхови, исходя из названия Тейпа-Пхугой. Сергой Иосифович Макалатия, грузинский этнограф, профессор, доктор исторических наук.
По национальности – грузин Мингрел. Одним из самых значимых его трудов является книга под названием «Хевсуретия». Данная книга была издана в 1940 году. Помимо всего прочего, Макалатия в своей книге не обошел стороной и описание башен на территории Хевсуретии. В частности, он приводит подробное описание боевой башни Лебоискари. Пятиэтажная Лебоискарская башня, возведенная из шиферного камня, построена красиво. Ее остроконечная крыша завершается округленной каменной вышкой куштули. В пятом этаже, в верхней части стены и, под крышей, краской выведено изображение креста и примитивно исполненные фигуры всадников и животных. Вот так автор детально проиллюстрировал фасад верхнего этажа и крышу боевой башни Лебоискари. В своей книге Макалатия неоднократно приводит исторический тезис касательно постройки ингушами башен на территории Хевсуретии. Приведем следующие строки. Эти пирамидальные башни по технике постройки и по конструкции сходны с тушинскими боевыми башнями. Как хевсуры, так и тушины, строителями их считают кистин, то есть ингушей. Ахиеле. Боевая башня в Архотском ущелье. Архитектурная составляющая этой башни ничем не отличается от других башен. По преданию, была построена представителями Тейпа Йовлой. Серго Макалатия в иллюстрациях своей книги изображает фасад и разрез башни Ахиеле. Приведем следующие строки из книги Макалатии касательно истории строительства этой боевой башни. В Перекисской Хевсуретии хорошо сохранились почти все боевые башни. Из них нами описана башня Харат-Цихи в селении Ахиеле. Она принадлежит роду Цейскара-Ули и возведена их предком Абаджурджи-Аули, который, по преданию, уплатил строителю башни мастеру Кистину 50 коров. Наталья Георгиевна Волкова, советский и российский кавказовед, кандидат исторических наук, автор многочисленных трудов по различным проблемам историко-этнографического кавказоведения. Пожалуй, самые подробные сведения по интересующей нас теме касательно ингушского следа в Грузии содержатся в ее книге «Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XX веках». В своем труде Наталья Волкова приводит те или иные исторические тезисы, основываясь на подлинных достоверных источниках. Анализ уже рассмотренного статейного списка 1637-1640 годов дает, как мне кажется, представление еще об одной области, в этот период заселенной ингушами и, видимо, на рубеже 17-18 веков, также покинутой этим народом. Я имею в виду Архотское ущелье, через которое после реки Ахкарохи лежал путь посольства Волконского и Хватова, и которое в XIX веке, как известно, было населено хевсурами. О том, что в Архотах в прошлом жили ингуши, говорят исторические предания, архитектурный стиль архотских башен, культовые институты, топонимия. Можно предполагать, что уход ингушского населения из Архотского ущелья, как и Сахкарохи, относится к концу XVII – началу XVIII веков, а возможно, и более раннему периоду. Джандиери и Лежава, исследовавшие хевсурскую народную архитектуру, не приводя в своей работе конкретных материалов, относят факт заселения хевсурами Архот и Джуты к XVII веку. Серго Макалатия, основываясь на грузинских источниках, считает, что переселение хевсур в Джута и Артхма произошло во второй половине XVIII века, в период царствования Ираклия II. В исторических преданиях мы находим подтверждение двум интересующим нас моментам. Во-первых, процессу заселения Архот грузинами-хевсурами, во-вторых, существованию в Архотах ингушского населения, вытесненного со временем хевсурами. Хевсурские исторические предания содержат данные о заселении Архот грузинами, перешедшими Гуора и вынужденными уйти со своих мест обитания из-за нападения леков. Эти же факты отразились в ингушских исторических преданиях. Владевшие Архотским ущельем кистины, сообщает одно из них, разрешили поселиться в селе Амгаб-Шавам, бежавшим от своих кровников,
и брали с них за это определенную плату. Письменные источники и исторические предания сообщают краткие сведения о судьбах ингушского населения Архоот и Ахкарохи. Часть ингушей с Ахкарохи ушли севернее по Армхи, образовала несколько поселений, в том числе Мецехал. Часть архотцеев, видимо, ушла в Тушетию, часть – в Ингушетию, а часть огрузинилась – Джабушин-Ури, Чиликоури и другие. О присутствии в прошлом в Архотах ингушей говорит и архитектура местных башен. Хевсурские предания приписывают их строительство ингушам и относят ко времени царицы Тамары. Джандиери и Лежавы считают башни в архотских селениях Ахиела и Квирице-Минда, как и около перевала Датвис-Джвари, в сторону Шатили, абсолютно идентичными ингушским. Новое грузинское население Архотского ущелья восприняло от прежнего населения не только памятники материальной культуры, но и некоторые религиозные воззрения, что, видимо, и давало возможность архотцам Хевсурам иметь с кистинами общее святилище. Видимо, старому дохевсурскому населению принадлежали склепы Анатория, отряд погребения в которых не признается хевсурами за свой. Небольшое примечание. Наталья Волкова в данном тексте подразумевает склеповые могильники на территории Хевсурити, которые принадлежали дохевсурскому и ингушскому населению. Отряд погребения у ингушей был таковым: предки ингушей перед смертью ложились в склеповые могильники и там ожидали своей кончины, вместо размещения тела умершего в землю. Хевсурские предания связывают эти постройки с кистинами. Муцоа – это село-крепость, расположенное в Перекисской Хевсуритии. Построено как орлиное гнездо, на неприступной скале. Это крепостное поселение впечатляет своими строгими архитектурными особенностями. Сохранность крепости Муцоа в хорошем состоянии. Вот что пишет кандидат исторических наук и кавказовед Наталья Волкова касательно оборонительного поселения Муцоа. Название кисты одного из этих ущелий, видимо, говорит о кистинском населении этих областей в 30-х годах 17 века. Последнее находит также подтверждение в исторических преданиях хевсур, считающих часть ордотских фамилий по происхождению кистинскими. Такова часть населения в селении Мутса, видимо, ордотские фамилии Мургвай, Шотика-Ури из села Ханищала. По данным Сергома Калатия, в том же Мутса жила кистинская по происхождению фамилия Мосигашвили. Возможно, именно этими фактами объясняется то, что в начале 30-х годов XIX века некоторые документы называют Мутса кистинской деревней. В Муцео, пишет Зисерман, жили несколько семейств кистин, переселившихся сюда, скрываясь от преследования кровомстителей. Один из переселенцев Лабура. Сведения Зисермана, как известно, относятся к 1842 году и подтверждают полевые данные о кистинском происхождении части населения Муцео. Кистани – историческое село, которое в настоящий момент заброшено. На его месте остались развалины башенного комплекса и две башни в несколько лучшем состоянии. Про это башенное поселение отсутствуют какие-либо исторические сведения, однако, исходя из названия местности, можно прийти к выводу, что название данного башенного поселения происходит от одного из вариантов названия ингушей – Кистов или Кистин. Вполне вероятно, что это было кистинским владением. Боевая башня в данном поселении очень отдаленно напоминает архитектуру ингушской башни. В заключение хочется сказать, что ингуши и хевсуры, да и грузины в целом, испокон веков, хранили близкие, теплые и дружественные отношения между собой.